На повестку дня 42-го заседания депутатов Совета городского округа был вынесен ряд вопросов, которые коснулись исполнения бюджета за первый квартал текущего года, резервного фонда администрации и плана работ по разработке и утверждению комплексной программы социально-экономического развития городского округа на 2016-2020 годы. Депутатами была утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Мы хотим расширить вообще схему размещения, добавить ее некоторыми новыми материалами, такими как новыми понятиями, как мобильная торговля, потому что у нас поступило предложение от наших предпринимателей, и это еще послужит именно в условиях кризиса для поддержки наших именно городских производителей для дальнейшей реализации своей продукции. Также присутствующими был заслушан доклад об итогах выполнения мероприятий по прошедшему отопительному сезону. На заседании Совета обсудили вопрос организации благоустройства города, план подготовки к юбилейным мероприятиям и меры социальной защиты участников Великой Отечественной войны, ветеранов, инвалидов, пенсионеров и малообеспеченных семей и оказания им адресной социальной помощи. В целях реализации федерального закона о ветеранах, части улучшения жилищных условий ветеранов, а также членов семей погибших или умерших участников войны, проводится работа по предоставлению субсидий на приобретение жилья за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета. По состоянию на сегодняшний день, начиная с 2010 года, по городу Сибаево жильем обеспечены 81 ветеран Великой Отечественной войны и их вдовы. В 2015 году улучшили жилищные условия 3 ветерана. На 1 апреля 2015 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях по городу состоят 4 вдовы умерших и погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. По окончанию заседания к собравшимся обратился глава города Халид Сулейманов. По традиции он представил новых руководителей предприятий, назначенных в этом месяце, и пожелал им плодотворной работы. Не обошлось и без приятных моментов. По итогам работы за прошедший год молодежный парламент 3-го созыва при Совете городского округа занял 2-е место и был удостоен республиканского диплома. Не остались без внимания молодые специалисты местного самоуправления, которых отметили почетными грамотами в честь профессионального праздника. В завершении выступления глава города отметил, что первая проверка проделанной большой работы будет видна сибайцам и гостям уже в ближайшие праздники. У нас финишная прямая, проведем его активно и даем уважение нашим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла, вдовам окажем, потому что следующий юбилей, вы знаете, 75-летие, мы вряд ли всех увидим, наверное, очень малое количество, поэтому максимум внимания, максимум уважения, максимум общения с ними, это необходимо. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Карпова, телекомпания СТВ.